Новостная студия Башкирского спутникового телевидения продолжает работать на Международной неделе бизнеса. Прямо сейчас пообщаемся с Сергеем Канавским, исполнительным секретарем Делового совета ШОС. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, какие главные заявления Международной недели бизнеса в Уфе будут в этом году? Я думаю, что прежде всего надо говорить о том, что Международная неделя бизнеса и форум малого и среднего бизнеса стран-членов ШОС и БРИКС – это хорошая традиция, которая продолжается с 2015 года. Когда в Уфе состоялся саммит ШОС и БРИКС. Саммит ШОС и БРИКС. Все правильно вы говорите. И дело в том, что это практический вклад в то, чем занимаются на своем пространстве главы государств и правительств. То есть они развивают всестороннее торгово-экономическое сотрудничество. И форум является одним из инструментов развития такого сотрудничества. То, что здесь обсуждается, новые темы, возможность организации встречи между предпринимателями, возможность дискуссий на перспективные вещи, особенно вот в период ковида. Это очень важно и очень значимо для всех стран в том числе. Вы успели, наверное, уже пообщаться с коллегами. Вот что больше всего беспокоит участников? Мы на самом деле провели достаточно большую подготовку к проведению этой международной недели, учитывая то, что в этом году председательство в ШОС принадлежало Российской Федерации, и, соответственно, Торгово-промышленная палата Российской Федерации Сергей Николаевич Катырин был председателем делового совета ШОС. В течение года очень интенсивно велась подготовка по предложениям. Сами знаете, год у нас ковидный, как мы его называем, пандемический. Все мероприятия в основном проходили в режиме видеоконференций, но это позволило людям, скажем так, выразить свою обеспокоенность в том, что малый и средний бизнес сейчас действительно находится не скажу, что в плачевном, но достаточно критическом состоянии. И были предложены очень многие выходы из вот этой сложившейся ситуации. В том числе, действительно, в преддверии подготовки к этому международной неделе бизнеса. То есть мы обсудили с представителями национальных частей и вопросы содействия малому и среднему бизнесу, что заботит, как заботит, в каких областях стоит применить наработки, которые были сделаны раньше, я имею в виду в области цифровизации, в области образования, создания, использования облачных технологий. Очень интересные были инициативы Российской национальной части по организации торгово-выставочной деятельности. Таджикистан выступил с поддержкой и сейчас будет презентовать новую схему онлайн-выставок, так называемых. Узбекистан выступил с инициативой создания систем цифровизации. Российское Министерство экономического сотрудничества выступило с инициативами развития сельскохозяйственных территорий с учетом цифровизации, опять же. Индусы выступили с созданием системы здравоохранения, телемедицина, Китай нам сделал предложение. То есть на самом деле очень много практических вопросов, которые мы подготовили к обсуждению именно на форуме и именно в рамках Международной недели бизнеса. В части поддержки бизнеса как выглядит опыт России и других участниц ШОС? Все согласны и на мероприятиях, которые проводились в рамках председательства России в ШОС, которые проводила Российская национальная часть, это бизнес-форум и заседание правления делового совета ШОС, однозначно было высказано мнение, что опыт России именно в организации поддержки со стороны государства малому и среднему бизнесу, он применим ко всем странам-членам ШОС, наблюдательным партнерам по диалогу. И было высказано такое мнение, что, естественно, без такой помощи, которую организует государство, без такой помощи, того внимания, которое проявили к нему, в частности, российское руководство, восстановление малого и среднего бизнеса невозможно. Это касается и производства, это касается особенно и создания, как мы сейчас видим, новых институтов развития, и это касается помощи в экспортной деятельности. Если мы говорим о главных последствиях коронавируса, то, на ваш взгляд, какие главные выводы все-таки будут сделаны? Вот этот опыт с весны и до конца 2020 года.
Тяжело сейчас говорить о Удовлетворительно. глобальных выводах, потому что мы еще не знаем на самом деле, насколько долго затянется система коронавируса. Мы видим, как глубокий кризис экономический и в развитых странах, и в неразвитых странах, и в странах, которые занимались малым и средним бизнесом, такие как Китай и Индия, например, и тех, в которых малый бизнес был не так хорошо развит, я имею в виду Россию. Но все говорят о том, что действительно необходима диверсификация усилий, что нужно развивать сотрудничество и в области крупных компаний, которые остаются на плаву, которые могут каким-то образом противодействовать за счет создавшихся резервов, ранее созданных резервов всей деятельности. И надо обязательно помогать малому и среднему бизнесу, потому что это даже больше, скажем так, социальная направленность деятельности правительств, потому что огромное количество занятых людей – это малый и средний бизнес. В этом отношении тоже очень интересна инициатива России по созданию вот этих индивидуальных предпринимателей, системы индивидуальных предпринимателей. Хотя аналогичная ситуация, конечно, есть уже и в Китае, и в Индии, где до 70% ВВП принадлежит малому и среднему бизнесу. И, на ваш взгляд, в чем особенности Международной недели бизнеса, которая проходит традиционно в Уфе? Ну, на первый неприкрытый взгляд, особенность – это то, что она проходит в период, так скажем, ковидной пандемии, что, несмотря на все трудности, руководству республики удалось создать прецедент, такой мощный, хороший форум, такая мощная, хорошая неделя, очень много интересных спикеров, очень много интересных встреч, очень актуальные вопросы поднимаются. Это, конечно, заслуга прежде всего руководства республики. Это надо отдать им должное, они не отмахнулись, не пошли по легкому пути, не сказали, что в этот период мы больше ничего не будем делать. Они действительно проводят это мероприятие. Второе, то, что проводят мероприятие в так называемом гибридном составе, то есть есть и офлайн, и онлайн участники. Это опять же новое. Кроме того, темы, которые поднимаются здесь, они раньше не поднимались нигде. Я вот знаю, что тема халяльной продукции, тема сотрудничества малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, а самое главное, постпандемийного периода, это поднимается здесь. То есть, как я уже сказал, что Международная неделя бизнеса и форум малого и среднего предпринимательства ШОС и БРИКС – это очень важный вклад в развитие многостороннего экономического сотрудничества на пространстве организации. Спасибо большое, Сергей Пожалуйста. Владимирович. И напомню, что гостем программы «Интервью» выездной студии Башкирского спутникового телевидения в рамках Международной недели бизнеса был Сергей Канавский, исполнительный секретарь делового совета ШОС.